эти люди жили не так давно, жили на благодатной коми-земле, трудились и молились. В годы репрессий они вынуждены были, как сказал еще в I веке апостол Павел, терпеть недостатки и скорби, испытать поругания и побои, узы и лишения. Не осталось ни фотографий, ни документов, только их дела, свидетельствующие о верности Христу. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Троице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь – великая святыня русского севера. 22 июня 1866 года сюда прибыли 5 иноков Соловецкого монастыря. Как описывается в повествовании монаха Арсения, назначены волею высшего начальства отправиться на новое место, в неведомую им страну, для устройства обители в среде зырянского населения. Итак, в какие-нибудь 20 лет устроилась Ульяновская обитель, не уступающая в настоящем ее состоянии тем, которые существуют целые столетия, устроилась не в центре деятельной жизни, не вблизи блестящих городов и пышных столиц, а на Дальнем Севере, у народа, бедного средствами, но богатого верою и чистотою души. После революции началась новая эпоха в жизни обители. Сначала у монастыря представители советской власти отобрали весь хлеб, который монахи выращивали сами, хлеб, который они всегда делили с паломниками и местными крестьянами, которых приходило в монастырь до 15 тысяч человек в год. У Ульяновского монастыря неизбежна трагическая судьба. Советское государство, исповедовавшее атеизм в качестве составной части официальной государственной доктрины, идеологии, конечно, не могла оставить в покое такие рассадники мракобесия, в кавычках, как монастыри, тем более один из крупнейших монастырей Вологодской губернии и крупнейший монастырь, да единственный мужской монастырь в Коми-крае, Ульяновский. Поэтому Ульяновский монастырь сразу закрыли в 18 году. Объявили, вернее, закрытым. Тут же начались реквизиции. Монахи ведь, монастырская община, как известно, жила своим трудом, то есть своим хозяйством. Естественно, у монастыря хозяйство было крепкое, процветающее, и земля, и посевы, и скот, молочная ферма. Они обеспечивали продуктами и себя, и трудников, которые приходили в монастырь. Их кормили бесплатно, естественно. Началась гражданская война. Первые аресты в 19 году сразу пошли в Ульяновском монастыре. Была арестована вся, выражаясь светским языком, руководство монастыря во главе с настоятелем Амвросием. Их отправили в Великий Устюг, там осудили, но, правда, обошлось, потом они вернулись. Но это была первая, можно сказать, ласточка, так сказать, выбить руководство. В 19 году ненадолго, на несколько месяцев, монастырь был занят белыми, белогвардейцами. И монахи к ним отнеслись, естественно, благосклонно, поскольку как раз в Белой гвардии видели защитников монастыря, защитников веры. Когда
они ушли, монахи-то за это и пострадали, потому что в 20 году 20 насельников монастыря были арестованы за помощь белым, хотя помощь эта была вынужденная, скажем так. Вот. И трибунал Северодвинского округа им всем дал по 5 лет лишения свободы. Когда закончилась гражданская война, монастырь, который уже был официально недействующим, закрытым, на самом-то деле продолжал жить. Монахи, те, кто был амнистирован, руководство вернулось из Лальска в монастырь, возвращались в монастырь и те, кто был осужден в 20 году, там им небольшой срок, а потом скостили сроком, снизили. И при монастыре была организована так называемая сельскохозяйственная община. На самом деле, конечно, это под видом сельскохозяйственной общины во всех монастырях, это не только в Ульяновском. По сути дела, существовало монашеское братство этого монастыря, потому что в монастыре там разместили всякие учреждения, сельхозтехникум, но храмы-то действовали. Пришло время, и не стало слышно звона колоколов. Не видно было людей, которые спешили бы к утреннему богослужению. В 23 году спохватились большевики, и все монастыри, вот эти сельскохозяйственные общины, были распущены, а храмы закрыты. А насельников, по сути дела, силой из монастыря выселили. Такой ценнейший памятник культуры, я бы сказал, он просто был разрушен. Вот. А иконы, утварь, из этого сохранилось очень мало. Только 2 баржи имущества вывезли из монастыря, причем библиотеку, книги, мебель, утварь. В монастыре помещался и сельхозтехникум, там была и больница, и сельхоз, совхоз. Было много просто разрушено, скажем, разрушили Троицкий собор монастыря. У него только фундамент остался, он так и не восстановлен. Это единственный такой памятник именно монастырской архитектуры, со своими особенностями, окруженной стеной. А потом в Ульяновском монастыре действительно уникальный элемент – это вот храм-колокольня, точнее храмы-колокольня. Вот, а самое большое, самое высокое такое вот здание в Коми-крае. Вообще очень необычная колокольня. Монахи, большинство которых было из крестьянских семей Коми-края, стали исповедниками веры. У всех монахов, монашествующих и послушников, которые вот были при закрытии монастыря, жили в нем, в общем-то, очень трудно установить большинство. Они разошлись. Большинство насельников монастыря были уроженцами Коми-края, ушли в родные деревни. Мы знаем только судьбу где-то около 30, наверное, насельников монастыря, которые впоследствии были репрессированы, уже выражаясь языком чекистов, в индивидуальном порядке, скажем. Ну вот последний настоятель монастыря, игумен Амвросий. Его еще несколько раз арестовывали. В 1937 году его арестовали в последний раз, 1937 год. Год особый, страшный. Он был приговорен к расстрелу, расстрелян в Сыктывкаре. Был такой монах Ионикий в Ульяновском монастыре. Он 1859 года рождения. То есть вот подсчитайте, сколько ему было в 1937-м. 78 лет, если я не ошибаюсь. 41 и 30, да, 78 лет. То есть глубокий старик. Он тоже жил в родном селе на Вычегде, когда монастырь закрылся, служил в храме, пока его не закрыли. А в 1937 году вот этого старика забрали и посадили за что? Кто-то донес, что когда они сидели там с такими же вот ветеранами села на берегу речки, удили рыбку,
ну, это развлекуха, потому что коми, понятно, на удочку рыбу не ловят, это вот Саша Сенечка. И вот разговаривали о жизни, и Ионикий сказал, что лето плохое, дожди сплошные льют, а с сеном плохо будет. Вот своим-то коровам еще как-то заготовим, а с колхозными не удастся, подохнут коровы. То есть обыкновенный разговор вот сельских мужиков. О чем? О хозяйстве, о корове, о сенокосе. Ну, донесли, ему приписали антисоветскую пропаганду, агитацию, как это, колхозы плохие, коровы будут дохнуть, а свои сохранятся. Пропаганду классового кулацкого строя и так далее. Вот, то есть он получил 10 лет. Дописали заодно, что ходил, агитировал за открытие церкви. Оно и понятно. Еще и назвал советскую власть антихристовой. Ну так в глазах священника она и есть антихристова. Анна Яковлевна Белых родилась 7 июля 1937 года. Крестил ее иеромонах Платон из Ульяновского монастыря. Что помню с детства? Родилась в семье, отец был служащий, мама была колхозница. В роду раскулаченных крестьян. В возрасте 7 дней на праздник Петра и Павла меня окрестили вот в этой церкви. И, оказывается, священник, отец иеромонах Платон, днем меня крестил, а ночью его арестовали. И вроде людям говорили, что его арестовали за то, что он крестил внучку кулака. Но потом оказалось, рассказывала мне, когда уже было 20 лет, мама рассказала, что в ту ночь арестовали священника с Полевицы. Поэтому, конечно, тут не во мне было дело. Но почему-то после этого рассказа вот мне какая-то такая необъяснимая вина была, что как будто из-за того, что он меня крестил, его арестовали и расстреляли. 15 августа 1937 года иеромонах Платон и священник Александр Тюрнин были расстреляны. Это были пожилые люди, которые всю жизнь трудились на благо народа. Главное, конечно, в их житии это то, что они не отреклись от веры, то, что, находясь в крайне тяжелых условиях тюрьмы, они никого не предали, никого не оболгали, не признавали себя виновным в том, что их обвиняли, и стойко держались веры. Решением Священного Синода Русской Православной Церкви иеромонах Платон и иеромонах Милетий были прославлены в лике новомучеников и исповедников российских. Они – небесные покровители Коми края. А те, кто сегодня пришел в монастырь им на смену, продолжили славные традиции русского монашества. Христос воскресе! Воистину воскресе!